Специальный выпуск программы «Время новостей» в студии Анна Зубарева. Здравствуйте. Глава республики Владимир Уйба выступил с обращением к жителям региона. Буры Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Заканчиваем эту очередную трудовую неделю. И сегодня расскажу о наиболее важных событиях пятницы. Уже достаточно долгое время идут отчеты и заслушивания наших министров в Госсовете. Сегодня расскажу об итогах, за которые отчитывается министр спорта в Госсовете, и о планах на 2022 год, потому что по Министерству спорта очень много приходит вопросов от вас. Какие планы будут на будущий год, как заканчиваем этот год. Ну, во-первых, очень многие интересуются не просто так, у кого-то тренируются дети, и важно, будут ли дальше дети обеспечены финансированием при поездках на республиканские, на соревнования российские и так далее. Кто-то просто сам занимается спортом, и для него важно, будет отремонтирован тот или иной спортивный комплекс или нет, поэтому все по порядку. Итак, общий объем средств по госпрограмме в этом году по спорту 1,7 миллиарда рублей. Ну, на самом деле, конечно, деньги с одной стороны большие, с другой стороны мы понимаем, что отрасль, именно как физкультура и спорт, Министерство спорта недофинансировано. Поэтому на будущий год мы, конечно, планируем увеличение затрат по спорту. При этом не только мы свои деньги тратили, дополнительно мы привлекли средства федерального бюджета в объеме 60 миллионов 500 тысяч рублей. И это в основном деньги шли на оснащение объектов спортивной инфраструктуры. Это и спортивно-технические оборудования, и школы наши, где готовят резерв для сборных, и российской, и республиканской, ну и приобретение спортивного оборудования, инвентаря и так далее. Конечно, долгожданным стало завершение реконструкции нашего республиканского стадиона в Сыктывкаре. В апреле 2021 года мы получили ЗОС, это окончательный акт для ввода его в эксплуатацию и разрешение на ввод в эксплуатацию. И первым значимым мероприятием зимнего сезона стало открытие 30-го чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги неделю назад, где наша команда одержала победу в тяжелом очень матче над мурманчанами. А летом стадион уже принимал у себя матчи юношеской лиги СЗФО по футболу. Ну и также в этом году мы завершаем ремонт спортивной школы Олимпийского резерва. Это 4-я школа, где тренируются у нас конькобежцы. В настоящее время идет еще ремонт 2 очень важных объектов, где многие из вас, в том числе, и тренируются, и занимаются спортом. Это республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной. Там деньги, может быть, и небольшие, казалось бы, но, тем не менее, они были очень важны, потому что такие большие комплексы должны обязательно каждый год ремонтироваться. 50 миллионов мы в этом году затратили на этот ремонт, и спортшкола по конному спорту почти 4 миллиона, тоже в этом году деньги направлены, и они в настоящее время уже практически выбраны все. Далее, у нас 133 объекта требуют ремонта, вот всего в регионе. И сумма там большая, это мы обсчитали, это примерно 1 миллиард рублей. Поэтому мы направили заявку в Министерство спорта Российской Федерации с тем, чтобы нам именно предусмотрели финансирование, в том числе и по линии финансирования через Российскую Федерацию. Будем продолжать работать с Минспорта России, и я буду вам докладывать, как у нас идет программа финансирования, особенно в том числе и по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Ну и, как всегда, мы, конечно же, поддерживаем муниципалитеты. Вот по линии физкультуры и спорта 10 муниципалитетов в этом году получили субсидии на общую сумму 16,5 миллионов рублей для обеспечения безопасных
условий на спортобъектах. Еще одно сообщение, оно очень, с одной стороны, трогательное, с другой стороны, оно очень важное с точки зрения того, что мы помним каждого бойца, который погиб во время Великой Отечественной войны за великую победу, за нашу великую Родину. И вчера в подмосковном городе Мытищи на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» состоялась церемония передачи останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Они переданы родственникам, а также представителям властей с малой родины, откуда призывались на фронт наши защитники. Среди опознанных воинов, ранее числившихся пропавшими без вести благодаря поисковикам, за что всем отрядам поисковиков низкий земной поклон, обнаружены и останки уроженцев нашей республики. Красноармеец Попов Григорий Мефодьевич, 1918 года рождения, уроженец села Большелуг Старожевского района, погиб в 1941 году. И красноармеец Костромин Иван Константинович, 1915 года рождения, уроженец Починок, Папан Шор Сысольского района, погиб в апреле 1943 года. Нашу республику в Московской области по моей просьбе представлял руководитель администрации Каркировского района Константин Анатольевич Сажин. И сегодня он мне доложил о результатах поездки, и останки наших воинов доставлены в республику. И уже завтра, в субботу, похороны со всеми почестями пройдут в селе Большелуг, а послезавтра, в воскресенье, в Куратово, где уже сегодня живут родственники Костромина Ивана Константиновича. Тем самым оба наших доблестных воина, героя, внесших вклад в великую победу, найдут покой и будут похоронены на своей земле, в родной республике. Об эпидобстановке. За сутки выявлено 388 случаев заболевания коронавирусом. Мы опять на один случай подросли. Вчера это было 387. Ничего не меняется. У нас болеют большие города: Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск и Сосногорский район. Выздоровело 120 человек. И по умершим. Умерло у нас на сегодняшний день за сутки 14 человек. Вот снова, приводя эту статистику трагическую, опять подчеркиваю, что среди 14 не было ни одного привитого человека. Опять же, еще один повод задуматься о том, что надо прививаться. Общее количество умерших за весь период пандемии у нас нарастает, к сожалению, 2086 человек. Из 388 выявленных случаев у нас 42 человека привитых, но опять же из них только 8 человек госпитализировано, а 34 человека в легкой форме на амбулаторном режиме. По развернутым койкам пока не наращиваем, как было у нас 2742 койки, так и остается. По занятым чуть-чуть мы то добавляем, то чуть снижаем. Вот вчера у нас было 2085 коек занято, сегодня занято 2026, то есть уменьшилось. Но самое главное, чтобы уменьшались занятые койки за счет выздоравливающих. Это сегодня самое главное. Полностью завершили вакцинацию 293 734 человека. Всем огромная благодарность за то, что вы защищаете себя и защищаете других. Остаток вакцины у нас более чем достаточный, более 120 тысяч доз, поэтому, пожалуйста, записывайтесь на вакцинацию и вакцинируйтесь. Уважаемые жители республики, на сегодняшний день это вся информация. Берегите себя, берегите своих детей, обязательно соблюдайте масочный режим. Всего вам самого доброго, до следующей встречи.
Вы смотрели специальный выпуск программы «Время новостей». Всего доброго, до скорой встречи в эфире.